6 лет мы трудимся на благо республики. За 6 лет не снесено ни одного памятника. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмисис. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит помощник президента Республики Татарстан Балтусова Олеся Александровна. Встречаем! Здравствуйте, Олеся. Добрый день. Как же вам идет этот красивый татарский платок? Спасибо, Мин Татар-Кызы. И варенье вы принесли татарское. Конечно. Это варенье из моей родной татарской деревни Альметьево, Елабужского района, откуда родом моя мама, Елися Альгизовна Хайрулина. И вся моя елабужская родня, вот мы выращиваем там смородину и делаем варенье каждый год. Я вам пришла попробовать. Во-первых, Бигзур Ахмед, большое спасибо и всей вашей родне большой привет. Но урожай-то в 2017 году не очень был смородины, я так понимаю. Да, только вот у бабушки и уродилась, у обики у моей. У меня вот не выросла смородина, у меня на даче. Но самое главное, вы этот подарок принесли, мы его попробуем в конце. Договорились? Договорились. Бигзур Ахмед. Олеся Балтусова, помощник президента Республики Татарстан. Родилась в Казани, окончила французскую гимназию номер 9, академический колледж при Казанском государственном университете, Санкт-Петербургский государственный университет по специальности журналистика. Трудовую деятельность начинала корреспондентом, редактором различных журналов и интернет-ресурсов в Казани, экскурсоводом. Всегда вела активную общественную деятельность по защите и сохранению архитектурных и исторических памятников Казани. В настоящее время учится в магистратуре кафедры градостроительства КГАСУ, является членом Совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом гильдии экскурсоводов Казани. Олеся, скажите, пожалуйста, что мы сегодня с вами будем готовить? Мне бы хотелось, чтобы мы приготовили что-то такое простое, народное, что мы едим каждый день. Я вообще не люблю всякие деликатесы и готовлю вот простые вещи. Каши или там картошку, то, что вот каждый день мы привыкли есть. То есть я вот это блюдо предлагаю. Например, нашего волжского судака приготовить, рыбу, то есть вот, кстати, рыбу и картошку, рыбу и овощи. То есть какой-то такой микс придумать. Ну, сочетание картофеля и рыбы, на самом деле, это микс уже признанный. Поэтому мы сегодня будем готовить судака и картофель по оригинальным рецептам. Так, рыбу я беру на себя. Я предлагаю очистить филе, потом мы его обжарим. А вы выбираете овощи, которые вам понравятся. Судака будем готовить с овощами. Итак, приступим. Я режу лук. Хорошо. Олеся, скажите, пожалуйста, вот хватает ли с вашей должностью сейчас и занятостью время для того, чтобы хоть иногда что-то приготовить лично самой на кухне? Вы знаете, мне вообще в жизни ужасно повезло. У меня прекрасно готовит мой супруг. И еще у меня есть моя любимая мама, которая у нас отвечает за татарскую кухню. То есть мой супруг, он наполовину, например, абхаз и черкес, и он готовит вот всякие разные варианты кухни: русской, татарской, там, кавказской. А мама по праздникам печет для нас вот какие-то пирожки, наши треугольники, зурбалиш мы готовим на всю семью, все вместе с мамой. А я в нашей семье отвечаю за подготовку летних запасов в части собирательства. Это все виды варенья, ягодные, плодовые и ягодные варенья, яблочные варенья, клубничные, смородиновые, калиновое, черноплодная рябина тоже. И еще я делаю разные виды чая. Я собираю сама чай у нас на правом берегу Волги, в полях, и ферментирую, нарезаю. У меня есть оригинальный рецепт волшебного чая. Я каждый год собираю несколько коробочек чая. Если подытожить все, что вы сказали, ваша семья кулинарная, ваша семья любит готовить. И любит делать правильно, запасы. Да. Так. То есть все, что и должно быть в настоящей семье. Ну а когда любимый супруг умеет готовить, это вообще, мне кажется, главное счастье любой женщины. Это очень повезло мне в жизни. Да. Теперь мы перекладываем лук в мисочку. Так, я предлагаю еще обязательно порезать морковку. Сейчас мы порежем, да? морковку нашим фирменным образом. А вот покажете мне мастер-класс. Да. Ну, фирменным, не фирменным, но филе я тоже подготовил. Сейчас мы его порежем на кусочки, замаринуем со специями и будем жарить. Так, посмотрим. Сначала морковка так вот нарезается такими, вырезаются в ней такие желобочки как бы, а потом
Когда мы будем ее нарезать, получается она цветочек. получится звездочкой, да. Вот приятно. Мои дети очень любят такую Есть морковку. опыт. У меня дети едят овощи. Вообще, вот мой большой секрет для всех мам, чтобы дети ели овощи, их надо всего лишь красиво нарезать. Вот и все. Но кухня всегда ведь предполагает красивую подачу блюда, а потом уже вкус. То есть вы же сначала смотрите всегда. Позвольте. Вот, друзья, буквально одно мгновение и красота перед вами. Прошу. Ну, а сегодня мы хотелось побольше поговорить о вас, Олеся. Расскажите, пожалуйста, вот вкратце свой путь до встречи с нашим президентом. Об этом мы поговорим чуть позже. Ну, это был, конечно, очень длинный путь. Сначала я родилась в Казани, закончила французскую гимназию на Баттершина. Потом я училась в колледже при КГУ. Потом я поступила на журфак в Петербургский университет и закончила его в 2004 году. Потом я работала в Казани, в московских СМИ в разных. И потом я занималась градозащитной деятельностью, когда уже занималась экскурсиями. То есть я закончила курсы экскурсоводов. Какой это год был? 2006, 2007, 2008 год. То есть Вот. после тысячелетия Казани? Конечно. В год тысячелетия Казани у меня родилась дочь Алиса. Я счастлива помнить, что у меня дочь родилась в год тысячелетия Казани, а сын родился в год универсиады в 2013 году. Что же произойдет в этом году в чемпионат мира по футболу? Ой, вроде бы тихо все, пока на повестке. После тысячелетия Казани я начала потихонечку выходить на работу после декретного. И я работала в журнале «Большой город» в московском, была собственным корреспондентом. Я писала первые туристические сайты Казани, тогда еще они только начинали появляться. И когда вот я писала эти туристические сайты, я поняла, что я так мало знаю вообще о родном городе, надо обязательно поучиться. Я пошла в университет в Казанский, на историческом факультете, там была кафедра доп. Образования. Вот там как раз эти курсы экскурсоводов были. И подряд 3 курсов я закончила. Курсы по Казани, потом культовое зодчество и жемчужное ожерелье Татарстана. То есть вот сама профессия экскурсовода прежде всего вас привлекла как из любопытства, чтобы узнать больше о своем городе? Но я просто поняла, что это совершенно логично, что чтобы вообще хоть что-то писать о родном городе, статьи журналистские или обзоры, или даже туристические сайты, я просто должна знать суть, я должна знать полностью исторические материалы. И кроме того, что это знание, это еще и профессия, то есть это возможность постоянной работы и возможность постоянного развития. Это очень было круто. Я счастлива, что я закончила эти курсы. У меня были потрясающие преподаватели из Казанского университета, из Казанской епархии, из Духовного управления мусульман. То есть каждый что-то свое читали лекторы наши. Архитекторы казанские приходили, реставраторы, градозащитные организации, общество охраны памятников тоже нам читали. И, соответственно, я сразу же вступила в общество охраны памятников, потому что экскурсовод рассказывает, что он рассказывает, что слева и что справа – это наши памятники архитектуры, а их надо охранять. Я вступила в общество охраны памятников. Так началась наша градозащитная деятельность. В годы подготовки к универсиаде мы осознавали, что у нас идет большая утрата памятников, и надо что-то делать. И общество охраны памятников проводило митинги, экскурсии бесплатные, просветительские. «Казань, которую мы теряем», они назывались. У нас был большой резонанс общественный. И правительство республики потихоньку начало обращать внимание на это. И как-то однажды, когда уже в 2011 году сносились памятники просто несколько сразу, в январе, мы написали открытое письмо президенту с приглашением его тоже на нашу экскурсию. И вот с этого и все и началось. И он неожиданно для нас согласился, потому что мало ли мы писем пишем. Мы писали много кому, и вдруг неожиданно именно президент согласился, отозвался, пришел на нашу экскурсию, и я ее провела по Татарской Слободе в августе 2011 года и по улице Баумана. Но всего же было несколько экскурсий. Всего их было 7. Это основные туристические маршруты города. Тем временем мы обжариваем филе судака на растительном масле. Обжарим его с 2 сторон. А я почти дорезала морковь. Да, я предлагаю еще использовать перчик болгарский, и думаю, будет достаточно. На какой из экскурсий Рустам Нургалиевич предложил вам прийти, как говорится, в его команду и работать на благо Казани и Татарстана? На предпоследней,
Это была экскурсия по улице Гладилова в Кировском районе. И там у нас как раз был ряд объектов, которые уже были на грани исчезновения. Он тогда попросил подготовить доклад о деревянных памятниках, которые мы теряем, и прийти на работу в аппарат президента. Я, в общем-то, была не готова к такому предложению. Я попросилась сначала быть на общественных началах, но мне он объяснил, что на общественных началах это не тот политический вес, и, конечно же, чтобы управлять, модерировать такие сложные взаимоотношения, как девелопмент, охрану памятников, наши властные органы, надо находиться в должности. И я согласилась. Таким образом, все наше движение общества охраны памятников было принято на работу. Я поэтому говорю, что у меня длинные руки, потому что у меня очень много помощников. Мне кажется, по этой истории даже можно снимать художественное кино. Так прошло 6 лет. 6 лет мы трудимся на благо республики. За 6 лет не снесено ни одного памятника. И у нас идет масштабная реставрация, реконструкция объектов культурного наследия во всех городах Татарстана. То есть сейчас вы уже как бы не только охраняете, скажем, нашу Казань, да? Ну, у нас вообще в Татарстане 13 исторических поселений. И, конечно, наш долг охранять каждый из них. То есть Министерство культуры наше прописало сейчас регламенты для каждого исторического поселения, определила предметы охраны, определила границы. После того, как была создана комиссия при президенте по новому строительству в этих исторических поселениях, все новое строительство в Лаишево, там, в Тетюшах, в Елабуге, в Чистополе, все, что не происходит в границах центра, оно все идет на эту комиссию. То есть благодаря этому еще у нас сохраняется контроль. Я дорезала морковку и лук. Вот такая красивая морковка у нас получилась. Сейчас я попрошу помочь мне дорезать болгарский перчик. И все это мы будем обжаривать на отдельной сковороде. Кстати, уже можно начинать. Так, сейчас я обжарил лук и морковь. А вы тем временем, уверен, многое сможете рассказать о фестивале Том Сойер, который проходит в Казани. В этом году у нас будет уже 3-й сезон Том Сойер Феста. Это очень веселый, задорный фестиваль, названный по имени мальчика Тома Сойера, которого мы все любим с детства, да, по произведениям Марка Твена. Его придумали вообще в Самаре активные горожане, которые защищали свой город. Как они его придумали? Просто шли мимо красивых деревянных домов и подумали, как было бы здорово, если бы эти дома были не такие серые и унылые, а вернуть бы им исторический цвет. И покрасили несколько домов, и просто это произвело такой фурор в городе. Мы общаемся с Самарой, ближний к нам город, то есть они нам рассказали, как у них классно это произошло, и мы подумали, что в Казани-то вообще-то тоже очень много сохранилось деревянной архитектуры Казани, которые мы могли бы именно силами самих горожан, которые болезненно переживали утрату старого города. Когда была программа «Ветхое жилье», ведь переселили многих на окраины, но второй части этой программы не случилось, не развили центр, не спасли памятники, их просто зачистили. И у нас осталось буквально 60-70 деревянных домов. И мы подумали, что если бы мы до них добрались сейчас волонтерскими силами, как бы это было здорово. И общество охраны памятников инициировало Казанский Том Сойер Фест. И мы уже вот в 2016 году 3 дома, в 2017 году 4 дома. Это улица Волкова и Ульянова, потому что самая концентрация сохранности этих домов деревянных – это там. Сейчас наши реставраторы определяют масштаб работы. Это кафедра реставрации нашего архитектурного университета нам помогает. И дальше мы будем замерять, сколько материала на это понадобится. Общество охраны памятников ВАПИК, мы выиграли грант. 350 тысяч рублей. Мы сможем закупить краску, кисточки, то есть какой-то такой материал строительный. И приглашаем всех. То есть может участие принять любой? Любой человек может прийти после работы. Вечером идут работы у нас с 6 часов вечера до темноты. Мы там, кстати, тоже секретами нашей кухни делимся. Каждый там что-то свое приносит. Пироги печем, варенье приносим, чай. У нас после работы всегда чаепитие. Потом пошли домой. Довольные. Уверен, наши зрители и мы тоже будем довольными сегодняшними нашими блюдами. И в конце программы мы их обязательно попробуем. Ну а сейчас небольшая реклама на канале ТНВ, после которой мы, как всегда, продолжим. Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня вкусную рыбу, оригинальную картошечку вместе с помощником президента Республики Татарстан Олесей Балтусовой. Олеся, спасибо, что заглянули к нам. Очень интересная тема у нас – это сохранение, конечно же, исторического облика Казани и многих городов Татарстана. Но об этом чуть позже. Сейчас я расскажу, что же мы сделали. Пожарили филе судака. Сейчас мы добавляем болгарский перец к моркови и луку, который мы уже обжарили. И остается сейчас добавить немножко томатной пасты, маслица и еще немного пожарим. Да, и начинаем резать картошку. Какие варианты у нас сегодня с картофелем? Мы сделаем пюре, запечем ее. Ну, я думаю, мы запечем картошку в духовке. Это вообще самый здоровый вид приготовления картошки, потому что она так сохраняет свои витамины, когда она запекается в духовке, там, со специями, с сыром, например. Олеся, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, какие объекты сейчас находятся на реставрации и что нам нового, как открытие ожидать в этом году? В этом году у нас будет несколько радостных событий. Например, самое ближайшее событие – это открытие после реставрации и реконструкции Казанского цирка. Вложены огромные средства, цирк прошел полную реконструкцию, и это большая радость, конечно, для всех горожан, для детей особенно. И еще сейчас в стадии завершения реставрационных работ находятся у нас два музея. Это музей Тукая на улице Тукая и музей Шарифа Камала на улице Островского. Вот сейчас Национальный музей наш комплектует уже там экспозицию. Музей Тукая после реставрации он будет прекрасен, будет современная экспозиция, будет на что посмотреть. В общем, там еще много сюрпризов, всего не буду рассказывать. И музей Шарифа Камала, нас там ожидает дом татарской литературы, мемориальная квартира Шарифа Камала, в его памяти там будет тоже экспозиция на втором этаже. И там еще Таткнига Издат готовит выставить свои книжные новинки. То есть это будет такой центр татарской литературы. Вот есть союз писателей, а еще будет вот этот вот дом Шарифа Камала. Ему еще отдали флигель во дворе, и там литературные дворики мы теперь сможем проводить, читать там стихи, там сцену сделать во дворе будет возможно. Это тоже для нас очень радостное событие. Олеся, у меня есть личный вопрос к вам. Буквально 3 дня назад я проезжал мимо Шамской больницы, и вместо старого темного здания, да, которое было наверху, сейчас там расположился шикарный отель. Причем я сначала подумал, что это медицинский центр. Вот ваше мнение о судьбе Шамской больницы? С точки зрения охраны памятников, неважно, какая функция внутри у здания, лишь бы она сохраняла этот памятник. Поэтому для нас вообще была большая радость, когда после ряда неудачных предложений наконец-то турецкий инвестор внес именно вот этот вот отель, то есть функцию отеля. Они внесли с реставрацией главного здания, с его реконструкцией, с некоторым видоизменением окружающей территории. Мы очень пристально изучили это предложение и пришли к выводу, что это большое благо, потому что новая функция для старого здания, она позволит сохранить это здание в первую очередь, а там уже будет видно дальше. Через 100 лет, может быть, наши с вами там внуки, правнуки вернут функцию больницы этому зданию, а эти уж годы постоит оно как отель. И к чемпионату мира турецкие инвесторы, вот они обещают сдать ту гостиницу. Да. А сейчас нам остается доготовить картофель. Прошу. Да, пожалуйста, дайте мне соль. Так, соль. Соль мы кладем немного. Я вообще не солю обычно сильно, я солю немного, чтобы сохранился натуральный вкус. Да, я солю немного. Это есть у нас специи чуть-чуть? Вот, да, специи можно положить даже вот половинку от этой дозы, я думаю, нормально будет как раз. Перчик? Перчика тоже можно, но чуть-чуть. Вот если есть дети, то перец мы не кладем. А детей у нас на студии здесь нет? Ну, поэтому мы не кладем. И еще мы потрем сыр. Да, немножко масла. Тем временем зажарка у нас готова, и мы покрываем филе нашей рыбы. Полностью крышечку делаем овощную. Так, а рыбка у нас готова к отправке в духовочку. Обратите внимание, какая у нас чудесная сковородка. Снимаем пластиковые ручки и отправляем судачка на 10-15 минут. Прошу. Опа. Спасибо. Так, сейчас нужен нам противень для картошечки.
Так, прошу, наш противень. Сейчас я все тщательно перемешаю. Есть у нас еще время обсудить один вопрос. Пешеходные маршруты Казани. Насколько вот они развиты, по вашему мнению? У нас предложено сейчас гостям и по всем гостиницам разложено 7 туристических маршрутов пешеходных. Они нанесены на все карты пунктиром. Есть по Татарской Слободе, есть по Верхнему городу, вокруг Кремля, через набережную, к НКЦ, например. Через наши улицы, вот, где сохранилась деревянная Казань, где Том Сойер Фест будет в ближайшее время проходить. В этом году у нас Том Сойер Фест начинается в конце мая и будет идти все лето, с завершением в конце августа обычно, или 30 августа мы делаем большой праздник, да. А начинаем мы тоже с большого праздника в конце мая или первые числа июня. Следите, Том Сойер Фест Казань, это есть такой сайт у нас. Скоро мы объявим точно все дома. На сегодняшний день это примерно Достоевского 12. Это Калинина 4, это дома на Щапова, Профессорский переулок, 19 и 21 сохранились 2 старых дома. И в Татарской Слободе 3 дома, на улице Тукая и на улице Фатеха Карима. Будет очень интересно, и у каждого из этих домов есть своя история. Наш исследователь казанской старины Сергей Павлович Саначин сейчас в архивах изучает, поднимает в архивах, кто там жил, кто их строил. Это же не памятники, их никто не изучал подробно, поэтому нужно в архиве искать. И каждый сезон у нас появляется масса открытий, потому что это же, история столетнего дома, это всегда интересно. Приглашаем вас все лето после работы, в будние дни, с 6 вечера. Мы трудимся на благо родного города. А мы сегодня трудимся на благо любимого канала ТНВ и его зрителей. Ну и, конечно же, чтобы вместе с вами вкусно отобедать. Поэтому открываем духовку, отправляем картошечку и будем накрывать на стол. Вот, все как я люблю, просто и со вкусом. Судак, запеченный с овощами, и картофель по оригинальному рецепту. У судака отделили филе, посолили, приправили специями для рыбы и слегка обжарили на растительном масле. Отдельно обжарили репчатый лук, морковь и сладкий перец. Добавили томатную пасту, воду и потушили почти до готовности. Полученный овощной соус выложили на рыбу и отправили в духовку на 20 минут. Картофель тем временем нарезали ломтиками, выложили в глубокую миску, приправили солью, пряностями, полили растительным маслом, присыпали тертым сыром. Тщательно все перемешали, выложили на противень и запекали в духовке. Dорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Сейчас мы берем в руки вилочки, поднимаем тарелочком как удобней и пробуем нашу волжскую рыбку с специальным соусом. Многие говорят, что судак сухой. Многие его за это не любят, но в таком рецепте он получается сочным. И вы можете удивить любого гостя у себя дома. Ну а если к этому судачку подадите запеченную картошку с сыром. Мне кажется, получилось все удачно, особенно то, что мы добавили овощи. Это очень хорошо. Это вообще здоровый образ жизни. Чем больше овощей, тем лучше. К рыбе овощи идеально подходят. Тем более, когда они так красиво нарезаны. Олеся, вам большое спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике, пришли к нам на кухню, накормили и поделились с зрителями секретами сохранения исторического облика нашего города. Наш исторический облик города такое же наследие, как и татарская кухня. Это не материальное наследие. Вообще оно, по-моему, достойно того, чтобы быть наследием ЮНЕСКО. Вот так вот. Ну а сейчас я попью чай с вареньем. Смородиновым вареньем. А с вами увидимся в воскресенье. Это была программа «Секреты татарской кухни». У нас вкусно, как всегда. Пока-пока. Слава Богу. Спасибо. Fayda